Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Горы серы уничтожают город Серахс, его жителей, экологию и инфраструктуру. Ситуация в Серахсе, в Ахалском вилаяте, из-за растущих серных насыпей критически ухудшилась. Торговцы начали перевозить серу в большегрузах и провоцируют смертельные аварии, а сам химикат разрушает экосистему и инфраструктуру города. Но самое главное, горы серы губят людей. Едкие частицы поражают кожу и дыхательные органы местных жителей. При этом нормальных врачей в городе не осталось, их перекупили в Аркадак. Бедственное положение Серахса из-за серы, которую больше года незаконно складируют на открытом воздухе, критически обострилось за последние пару недель. В предыдущей публикации Turkmen News связал серную проблему с экс-вице-премьером Мухаммед Муратом Айдагдыевым. Однако после разоблачения дельцы не только не попытались исправить ситуацию, но и потеряли, кажется, всякую совесть. Они с помощью спецслужб даже усилили угрозы в адрес местных жителей, которым до этого запрещали фотографировать растущие в их городе насыпи. Источник рассказал Turkmen News, что теперь серу перевозят в Серахс не только вагонами, но и самосвалами. Их водители ведут себя на дороге максимально по-хамски, будто владельцы элитных BMW. Сера разлетается из кузовов, разъедает и дорожное покрытие, и обочины. В результате одна за другой начали происходить аварии, в том числе с летальным исходом. Так, в октябре, по сообщениям источников, погибло 7 человек, в том числе беременная женщина и ее нерожденный ребенок. Но жертв у серного бедствия намного больше. Это все население Серахса, почти 10 тысяч человек. Чем выше растут серные насыпи, тем больше сера пропитывает воздух. Люди едва могут выходить на улицу. У них моментально начинают слезиться глаза, мучают приступы кашля. Компетентных врачей, которые могли бы им помочь и трубили бы об угрозе здоровью тысячам людей, в Серахсе не осталось. Еще до начала серной истории из города, как и из других регионов страны, выгребли и перевели в Аркадак всех квалифицированных медиков. Источник поделился, что уровень оставшихся специалистов настолько низок, что они не смогли справиться даже с такой простой процедурой, как обрезание. Ребенку неправильно провели обработку, спровоцировав осложнения, в итоге были вынуждены удалить часть здоровых тканей. Перевод специалистов на приоритетно-показательные направления из мест, где они действительно нужны, это тенденция по всей стране. И еще одна причина системного кадрового голода. Серахс показывает, какие трагичные последствия это может иметь. Еще меньше, чем о жизнях людей, серные торгаши думают об экологии. Деревья и травяной покров вблизи насыпей серы уже погибли. Если вещество не убрать, оно впитается в почву и загрязнит ее на многие гектары. Это лишит серахсцев возможности вести сельское хозяйство и разрушит экосистему. Если когда-то Серахс был известен как оазис, то сейчас его буквально выжигают. При этом есть официальное предписание местной санэпидемстанции как можно быстрее упаковать, вывести и больше не завозить серу. Но большие чиновники, стоящие за логистическими фирмами, игнорируют это предписание, наоборот, они завозят и сыпают серу целыми горами, а местные спецслужбы усилили давление на жалобщиков. Напомним об истоках серной проблемы. Несколько логистических компаний больше года сыпают гранулированную серу прямо возле местной железнодорожной станции. Ветер разносит вещество по всему городу и даже в дома. Загрязненный воздух вызывает у местных жителей кожный зуд, кашель, слезы. Среди ответственных компаний Хазар Логистика. Ею на бумаге владеют подставные лица. Однако один из источников Turkmen News рассказал, кто стоит за ней на самом деле. Это Мухаммед Мурат Айдагдыев, бывший вице-премьер Туркменистана и председатель Туркменхимии, а ныне директор Гарлыкского горно-обогатительного комбината. В бизнесе также участвует и Базар Базаров, бывший прокурор и близкий друг Батыра Аддаева, вице-премьера по торговле, а в прошлом генерального прокурора Туркменистана. Возможно, сам Аддаев тоже владеет долей. В маленьком городке, в избранном кругу, дельцы, похоже, забылись. Почувствовали себя на междусобойчике и ведут соответственно. Однако мы давно уже не в феодальном строе,
а Серахс и в целом Туркменистан не вотчина олигархов, какими бы должностями или правами они не обладали. И чем больше они будут забываться, тем больше подробностей об их преступлениях будут рассказывать люди. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.